у нас многократно, больше, чем в 20 раз выросли убытки. 10 холдингов были убыточные, и с этим тоже надо что-то делать. Вы, план Б, ваша команда зрабілі вельмі цікавае даследаванне, колькі беларускі дзяржсектар прынёс у 25 годзе прыбыткаў з Расіі. Вы прааналізавалі 43 дзяржаўныя холдынгавыя кампаніі, агулам гэта 67 розных кампаний. Ну и расскажи вынікі, якія вы здабылі. Исследование большое, исследование, показывающее, что по отраслям все на самом деле достаточно плохо. Более или менее пищевая промышленность, алкоголь, молочка, более-менее интеграл, который военные поставки, оборонзаказ. По всем остальным есть вопросы, есть проблемы. Знаешь, результаты этого исследования, они оказались пессимистичнее, чем наши и без того не слишком оптимистичные ожидания. Все знали, что проблемы у госсектора на российском рынке есть. Все знали, что российская экономика стагнирует, что невоенные сектора проседают. Но здесь вот мы посчитали, что совокупная прибыль компаний госсектора превосходит совокупный убыток их же всего на $6 миллионов. То есть фактически $6 миллионов чистыми за год весь госсектор. Это цена 2 коттеджей в Олимпик-парке. В общем, хвастаться особо нечем. Если мы возьмем, к примеру, по выручке, то 25 компаний выручку снизили. Общий объем совокупной выручки снизился на 17%. Да? Ну, это выглядит как? Снизился вот на 17%. Да, все машиностроение снизило выручку. Это и БелАЗ, это МАЗ, это Гомсельмаш, это Могилев Лифтмаш. С прибылью все еще хуже. Она упала в 2,8 раза.